Zeyhun bile. Bahri kadar arafi. Çöl üstünün ötür geli turup bana. Gülgün şotu kara ödüm karafi. Kara dağdan iner tili turup bana. Сегодня я с удовольствием познакомлю вас с туркменским активистом, ведущим ИМИ радио в Варшаве и член Организации демократических выборов Туркменистана Сердар Ходжанепесовым. Здравствуйте, Сердар. Мне жаль, что я не могу с вами поговорить и спокойно поговорить, так сказать, да, и записать на должном уровне из-за вашего плотного графика работы, к сожалению. Добавлю перед этим разговором, что вы очень сильный человек и сильной душой, и не знаю, как объяснить, большим взором, или же у вас даже имеется, чувствую, что есть пространство большое. Сердар, расскажите, пожалуйста, что вами движет? Я, как понимаю, вы используете поэзию как один из средств для выражения своих активистских взглядов. Это так? Это так, я с вами согласен. Потому что в поэзии, а именно вот в нашей туркменской поэзии, вот есть наш знаменитый писатель, Царство ему небесное, Джай Дженнет Толсон, Махтунгулы Прагы, которому вот, насколько мы не ошибаемся, в этом году в мае месяце будет 300 лет со дня его рождения. 1724, кажется, он родился, что такое. И вот в его стихах, ну, мы были молодые, конечно, в школе читали, смотрели, но жизнь, она такая вот превратилась, вот мне сейчас уже сколько, вот 49 лет, может, это не в тему, но просто хочу отметить, да, 49 лет. И 24 года назад я закончил там высшее учебное заведение в Турции, и вот в этом моменте, когда я еще был в Турции тоже, ихняя поэзия, ихние поэты, прозаики, лирики, там, турецкие, сейчас можно называть многих, да, я могу просто сказать одного, там, Джахид Сыдкы Таранджи, был такой поэт тоже, но не о поэзии, конечно, сейчас говорим. И, в общем, это вот мне еще тогда вот захватило вот уже, что вот когда была возможность, например, там, остаться в хорошей стране, жить припеваючи, там, спокойно остаться, я сказал, нет, мы должны вернуться в свою страну, мы должны навести у себя порядок. Да, понимаю вас. У меня это или не получится, я об этом вообще не думал, я просто шел, потому что познал и религию ислам уже, я конкретно, когда студировал, Учил. Да, никто меня не заставлял, никто меня никуда не гонял. Я сам ходил, брал литературу. У меня просто привычка была с детства, со школьной скамьи. Я любил читать. Я был маниакальным читателем любой книги. Вот мне просто главное, чтобы это была книжка. Все. А о чем она, я прочитаю и узнаю. И вот так вот сказал, что вот эта любовь к книгам, любовь к поэзии. Вот русская литература была вот в школе, например, я вот ее тоже очень хорошо читал. На соревнованиях всегда выступал, старался читать выразительным голосом, места занимать. И представляешь, что-то бы движет, да, вот движет. Ну, движет, наверное, скорее всего, человеком физический организм, если так вот посмотреть с другой, с научной стороны. Человек родился, организм, кости, плоть, надо кушать, питаться, физически себя поддерживать, чтобы можно было что-то делать. И, конечно же, чтобы не отставать от времени, мира, пространства и сознания людей, чтобы быть наравне с ними, там черпаешь где-то какую-то информацию. В данное время, на сегодняшний день, не обязательно идти за книгой в какую-то библиотеку, можно в интернете найти книгу. Открой телефон, читай, открой компьютер, читай. Там, хочешь что-то послушать, открой интернет. Интернет тоже дал очень много возможностей. Согласен с вами. Я вот, допустим, тоже вот у меня нету времени, но читать если что-то хочется, вот открываю YouTube, аудиокнига. Да, потому что мы должны читать, потому что читать
человек должен только же, если, например, просто вот вернемся в религию, да, в религию вернемся, я просто приведу пример из ислама, где просто первый приказ, первое напутствие Всевышнего Творца, Создателя, Властелина всего живого, мертвого этого мира, первый его указ людям – читай. Ну, конечно, начинается все с пророка Мухаммеда, алейхиссалату вассалям, и от других пророков тоже, Моисея, святого Муса, алейхиссалам, Иса, алейхиссалам, Ибраим, алейхиссалам, вплоть до Адама, Создателя. Конечно же, это моя точка зрения, и вот это вот, когда я уже попал в Польшу, народ польский меня вообще ошарашил своим вот этим вот словом своим, солидарность. И тут в интернете там переводится там так, или так, или так, или так, там Джевисли край дошло, там разные слова, но солидарность, это, когда такой смотришь, это вообще такое слово с таким глубоким смыслом, которое мне просто дало еще дальше толчок. Изменился образ мышления людей только через образование. Начали давать совсем другое образование. Это было там 70-80 лет назад, это было. Тут, например, вот что же мной движет? Конечно же, мной движет в первую очередь любовь к моей родине. К моей родине, потому что даже в Коране, вот, как я все равно буду это слово употреблять всегда до конца своих дней, говорить про ислам, про Коран, потому что даже там в Коране нам говорится, что мы должны быть дружными. Мы должны быть терпеливыми друг к другу. Мы должны уважать друг друга. Мы должны прислушиваться к мнению другого. Да, может быть, этот человек там или это другой там женщина, мужчина, не имеет разницы. Возможно, меня не любит, я не люблю, или еще кто-то. Но когда вопрос стоит о родине, а родина это священное, святое, и еще мама святое, родственники тоже святое, близкие все к тебе люди. И тут уже выходит вопрос, а почему мы, бывшая страна Советского Союза, и вот в таком состоянии? И когда я еще был студентом в 97-98 году, я помню, как-то пришел на студию ТРТ в Ашхабаде. И там мне просто один знакомый, там за чашкой чая рассказал, вот, что прежний президент, Сапармурат Ниязов, Туркменбаши, который был, что он им дал задание там узнать. И он, вот этот вот человек, с которым я только познакомился, он просто говорил, что 70 лет Советского Союза, атеизм, там, веришь в Бога, если ты религиозный, тебе нигде работу не дают, там, или хочешь работать, ты должен говорить, что ты неверующий. И он говорит, вот эти вот 70 лет, они не смогли искоренить из людей веру. Потому что остались вот женщины, например, в своих длинных платьях, в своих убраниях, там, и даже вот в советское время люди учили своих детей: всегда верьте в Бога, Бог есть, Аллах есть, Худай değil biz taraflarda. Allah hemşe vardır, Allah'ın yanından çıkarmang diye. Бог есть, мы не должны его никогда забывать, потому что без него мы ничто. Не буду входить в подробности, как произошел человек. И в основном, скорее всего, мной движет то, что мы должны, каждый человек должен осознавать, что он должен делать добро. Не только для себя и для всех. Вот желаешь себе хорошего, ты должен это желать другому. Вот ты желаешь спокойной жизни, я желаю себе спокойной жизни, я желаю спокойной жизни всем. Я желаю себе хорошей жизни, я желаю хорошей жизни всем. Я не должен, я или кто-то еще не должен жить таким образом. Все мне, только мне. Как, к несчастью, сидит в нашей стране такой диктатор, не только у нас, Путин тот же самый, Лукашенко тот же самый, страны Средней Азии наши то же самое. Вот так вот. Факторов очень много. В основном мной движет, конечно же, вера в то, что будет воскрешение, будет судный день. И в тот день мы веримся и молимся Аллаху, что
будем прощены, и зачтутся нам эти хорошие, правильные дела, или как по-польски, повинныśmy tworzyć dobro. Представляешь, вот это слово, здесь это полгода, наверное, что-то такое, ездил на такси, на машине, или год, наверное, год, скорее всего. Я вот помню, вот сколько клиентов у меня не было польской национальности, или там иногда американцы, там или кто-то. И вот как у меня только завязывается разговор, а они очень любят разговаривать, общаться, очень общительный народ, не имеет разницы, атеист, религиозный, христианин, не иудей, или кто-то, или кто-то, или кто-то, или кто-то. Вот любой человек, и возраст тоже не имеет разницы. Были и молодые ученики у меня как-то 13-14 лет. И у меня ко всем к ним после разговора один единственный вопрос. Сначала говорим обо всем. А какой целью мы живем на этой свете? Какая у нас цель? Умираем же все? Да, умираем абсолютно. Кладбище. Посмотреть и удостоверить, что кто-то, все обязательно когда-то умрут. И просто все отвечают это вот слово. Повинныśmy tworzyć dobro. Мы обязаны делать добрые дела. Мы обязаны. Если мы хотим, чтобы мир стоял, мир существовал, наши дети, и не только наши дети, дети всех, вся Земля, планета Земля существовала в гармонии, просто мы должны делать добро и все. Мы не должны там кому-то горячилик этмелляль, харамчилик этмелляль, шолар ялахта. Блин, после таких ответов я даже не знаю, мне надо времени много. Сердар, а как вы считаете, есть ли еще место для поэзии и прочих других искусств в борьбе за изменения? Ну, абсолютно. Вот опять же вернемся к этой войне, да, гитлеровской. Всегда на войне, даже в те времена люди писали стихи, и песни пели, и всякие разные эти выкладывали. Я сейчас просто не могу вам повторить несколько стихов, конечно, было бы хорошо, я тоже не подготовленный, сейчас сказать, прочитать какой-то стих, но именно вот в последнее время, вот мы чисто вот я скажу, да, вот мы заметили еще что у нас вот в Туркменистане вот эта вот поэзия, она вот пошла даже еще больше вперед. Знаешь, как вот не остановились на Махтумкули, не остановились на Берданазаре, не остановились на Сейде Зелили и там других поэтах, потому что молодежь тоже начала в это активно входить, и люди начали выражать свои чувства через поэзию. Сейчас выйти на улицу в Туркменистане и сказать: Бердымухамедовы, вы диктатор, вы народ мучаете, это равносильно самоубийству. Это знает любой туркмен, гражданин Туркменистана. Может быть, в Европе нам кто-то не поверит, в Америке или в Японии. Нет, что, мы видели этих людей, нормальные люди. Но гражданам Туркменистана это говорить не надо. Они все это прекрасно знают. Туркменистан, халкы, Туркменистан, начиная ягдайны, хеммеден гоуля. Да. Сложно, честно, сложно. Нет, я верю. Поэзия, например, вот пример из Махтумкули, когда берем, вот в Махтумкули, у Сейди, у Зелили, даже у Берданазара, Худайназаровой, там или других последних там поэтов, лириков, которые писали, мы у них у всех видим, что когда вот они вот приносят эти вот стихи, читают их, мы видим в этих стихах, как надо себя вести, как надо жить, из чего состоит жизнь, бесконечно она или кончается, или будет ли у нас в потусторонней жизни судный день, не будет. Вот эти вот вещи, они высказываются. Вот, например, в Махтумкуле мне больше нравится то, что он почти что во всех своих стихах он мотивирует, его стихи мотивируют, но, к сожалению, за советское время эти стихи использовала коммунистическая машина атеистическая со своими уклонами на свой уклон. Но не знаю, получилось у них или нет, но это большое счастье, что его стихи нам, может быть, не все, но достались. Понимаете, может быть, еще много других поэтов тоже было. Просто, как говорит тоже ведущий радио Эркин Туркменистан Аквай Сапар, как он мне, как-то вот мы с ним общались, и он мне выслал как-то один очерк от 80 какого-то года,
что, говорит, до такой степени, говорит, общество поэтов Туркменистана вот, в советское время, да, литературоведы или эдебиатчылар, как это будет, до такой степени дошло, что были люди такие, которые, говорят, находили рукописи старинные, им приносили. И только из-за того, что этот человек, который умер когда-то, написал такие хорошие стихи, был не из его племени, только из-за этого он просто это уничтожил. Имеются ли на это точные факты, я не могу ничего сказать. Я показал, откуда эта информация, и думаю, этот человек, Акбер Сапаров, когда придет день, он об этом скажет, потому что верим, что народ Туркменистана образумится, придет в себя. Нам просто надо воссоединиться, проявить солидарность друг к другу, стать с Давидом рядом, стать со мной рядом, стать еще с кем-то рядом, и всем вместе стать рядом. Как там такой Türkmenler bağlasa bir yere biri, Гурдор Гулзумы Дерьяи Нили. Это как, если туркмены в одно место соединятся, то они будут такой силы, что они даже смогут осушить реку Нил. Вот так переводится. Спасибо. Следующее питание. Какие сложности волнует вас больше всего? Я имею в виду в Туркменистане, внутри. И можете прокомментировать, может добавить слово за его пределами тех граждан тоже, может быть. Ну вот видишь, Давид, ты сейчас такой вопрос задел, это невозможно так сказать, два слова такое и пройти. Это опять же надо обратно же возвращаться, смотреть на эту ситуацию глобально, а не только в одну такую линию. Просторно надо на все это смотреть, потому что, как и 5 пальцев, люди тоже разные. Но и как пальцев они разные, но когда ведь 5 пальцев соединяешь в кулак, они же не мешают друг другу. Они удобно садятся каждый на свое место, и у нас получается красивый кулак. То же самое сплочение. И вот как ситуация в Туркменистане? Ты знаешь, в Туркменистане ситуация сейчас очень страшная. Думаю, и ты об этом прекрасно знаешь. И уже мировое сообщество, мы уже более 3 с лишним лет об этом кричим, уже много и активистов. К сожалению, многих из них уже среди нас нету, мы даже не знаем, они в тюрьмах, или все-таки там убили, сожгли, есть информация, там кого-то убили, замучили, сожгли, пепел развеяли, кого-то на Каспийском море, кого-то в Каракумах, там еще что-то, разные слухи ходят, мы никакой информации не владеем. И ни турецкое правительство, ни туркменское правительство нам просто информации не дает, даже не считается с нами. И смотри, вот есть такие сложности, да, вот человек вышел. Ну, то, что в Туркменистане что-то сказать, равносильно самоубийству, ясно. Есть законы, есть конституция, есть права граждан, есть права людей, есть законы разные, уголовные, там, все, но то, что свобода слова у нас написано в конституции, мы имеем право говорить. Свобода критики у нас тоже описана в Конституции или в правах гражданских. Мы тоже это имеем говорить. А сложности ведь в том, ведь представляешь себе, кто вышел, там что-то сказал, сразу начинает таскать близких, родственников, звонить. Придите в отдел полиции, или там придите в КГБ, или там независимо там, от годов, там состояние старый, молодой, не имеет разницы. Вот просто представляешь себе, есть закон, есть правительство, которое кричит, что у них самые лучшие законы в мире, лучше, чем в Европе. Это 2 года назад, кажется, было на какой-то конференции, не помню какой, представитель Туркменистана просто ответил представителю из Финляндии, президенту или премьер-министру, что а вы прочитайте наши законы, и вы поймете, что у нас законы лучше, чем у вас, относятся к правам человека, но они не работают. Сердара, можно добавить, те люди, которые вот отвечают на международном уровне, да, я считаю они правы. Нет, не кидайте сейчас камни. Они правы, потому что они в это верят. Они действительно верят в то, что у нас все хорошо,
Они действительно верят в то, что это плохое слово на нижнем уровне людей, которые вот обычные, смертные, да, они абсолютно не знают, они летают где-то в другом мире. Но они правду считают, то, что это правда. То, что они сейчас мувят там, вот так у нас. Так должно быть. Так. Они это считают хорошо. Или как вот это вот недавно было, мы с Марса, замминистра иностранных дел, оставьте нас в покое. Человек не должен иметь обязательства. Человек имеет обязательства только перед Всевышним. А у себя в стране он имеет конституцию, гражданские права, еще какие-то там отдельные права, и должен не делать преступлений и не попадешь в тюрьму. Не нарушай законодательство и не будешь иметь штрафа. Соблюдай конституцию, и у тебя все будет хорошо. Или, например, простой пример, Мурат Душемов. Был такой активист в 2020 году из Бюзмеина. Парень, надеюсь, он живой еще, держится. Насколько мы знаем, по последней информации, он находится в тюрьме Нефтезаводска в городе Сиди. ЛБК 12, что ли, что-то такое. И вот он, я вот помню, вот он вот, когда даже вот выходил в эфиры, ставил ролики, он даже пошел до Министерства юстиции узнавать, как мы можем открыть свою политическую партию. Ему там сказали, собери 1000 людей, у тебя получится. А после этого у него просто начались проблемы. То тот написал, то этот написал, а потом вообще взяли какой-то клеветой и его закрыли. Классика. Да, это классика диктаторская, об этом все знают. Или то, что было у меня самого. Я вылетел из Турции в 2020 году, все нормально, прилетаю в Польшу, 2 часа летит самолет, 2 часа летит, прилетаю в Польшу. Тогда у нас уже в Туркменистане время 10 часов ночи, я прилетаю, и тут мне все проверили, визу, паспорт, палец, представил, только хотел отдать документ такой, остановитесь, пожалуйста. Я говорю, в чем вопрос? Мы не можем вас пустить. А что случилось? Панма червона нота Интерпола. Что в переводе означает, на гражданина имеется красная нота Интерпола. Мы обязаны вас задержать и экстрадировать обратно в Туркменистан. Я говорю, хорошо, в чем меня обвиняют? А это завтра прокурор скажет. Ну и вот так вот. Ночь провел в гостях, приняли хорошо, не били, не ругали, был переводчик, поговорили обо всем. По-человечески, да, привезли в одно место, правда, охраняемые, отобрали, чтобы я себе ничего не порезал, не задушился. Там кость, ожившая речь, дали там покушать, сказали, вот баня, душ, вот туалет, вот спать, завтра поговорим и все. А на следующий день, после переговора с прокурором, я просто сказал, отдайте человеку документ, пусть идет. Это клевета и все. Но переживаю, конечно же, за наших близких. Я иногда вот захожу в эфиры, да, вот сидят, вот знаю, что уже очень много ботов, троллей появилось, ну, живые люди, абсолютно, которым просто уже кого-то из страха держат, кого-то еще чего-то, может, кому-то и что-то и платит, понимаешь, эти вот конторы, да. Вернемся к этой конторе, это вообще отдельная тема у меня, это вообще с Римской империей связано. С Римской империей связано, которую хотят возродить, которая уже и была исчезнута, но ее хотят возродить. Фараона хотят возродить, Римскую империю хотят возродить, страшно вообще. Но, иншаллах, надеюсь, что здравый разум, здравый смысл победит, возьмет вверх, потому что история народов Европы доказывает и показывает то, что сплочение, единство и солидарность – залог свободы, вольности и, как тебе сказать, всего остального. Их благ можно вот так вот сказать, да? Я большой надежды, думаю, что общество, люди Туркменистана внутри и вне Туркменистана осознает эти ваши слова. Абсолютно уверен в этом. Должна осознать. Потому что другого выхода нет. Потому что даже религия нам говорит о том, как вы будете друг друга ненавидеть, не любить, там, издеваться, там, делить людей на слои общества.
извини меня, все мы из кости и плоти. Это все люди всем показывают. Но и как говорил недавно, 2-3 года назад, такой ролик мне повстречался на турецком языке, там дяденька один. Одно единственное существо во всем этом свете, которое прекрасно знает, что смертный конец неизбежен, не верит в это. И это существо называется человек, который говорит: ай, смерть меня мимо пройдет. Нет, она никого мимо не проходит. Кому-то раньше, кому-то позже. Кому-то кому как. Мы даже не знаем, будем ли мы завтра жить или сегодня вот можем сейчас на этой передаче прям уйти и все. Никто не застрахован. Это да, точно согласен с вами. Наверное, да, продолжим. А вы хотите что-то передать слушателю, зрителю, но что-то, может, у вас есть небольшая посылка? Давай вот так вот скажем, да. Есть тоже такой стих. Я просто этот куплетик скажу. Ариб сен йыглама, ширдек боларсен де. Это значит: бедняк, ты не плачь, ты будешь сильный, как лев. Только будь солидарен. Агзавирлик, веджевислик, солидарность. Вот наше главное оружие. И, конечно же, чтобы наша страна процветала, наша страна, вот сколько я себя помню, всегда вот, не имеет разницы, на похороны там кому-то придешь, на свадьбу придешь, в гости придешь, на дороге кем-то встретишься, или там в гостях куда-то придешь. Все люди, когда прощаются, они все говорят, чтобы пришли, тойлора гелели, говорят по-туркменски. Это означает, чтобы мы приходили только на хорошие дни, на свадьбы, на мероприятия. Вот видишь, люди всегда думают только о хорошем, они не думают о плохом. Вот, например, даже сейчас люди бедные говорят: ну, у нас чистое небо. Чистое небо, оно везде, оно нигде не черное, оно нигде не красное, оно везде чистое. Оно везде чистое. Да, может быть, к концу передачи, вот хочу опять же сказать из Корана, что когда люди, которые хотят бороться против зла, у них есть вера в сердце. А сердце наше, Аллах, это кальб. Он его читает 40 тысяч раз. Он уже знает заранее, что мы будем говорить, о чем будем думать. Он знает, что у нас скрыто в наших сердцах. Вот есть же, говорят же о разных людях, вот он вроде бы так говорит, а в глубине души имеет что-то другое. Или там, ну или человек говорит то же самое, что и он думает. И мы всегда вот говорим, что Аллах Та'ala самимиеттен айырмасын, чтобы мы говорили то, что у нас в сердце и в душе. И тут вот просто одно, вот, можно по-туркменски скажу, да? İman eden bende sani 10 bolsa, Allah'a iman edip düşmana karşı, zulma karşı çıksa, 10 adam 100 düşmanı yener, 20 adam 200 düşmanı yener. Ve bunun misalını biz en berkisi 1241 Malazgirt söveşinde görüp bilesiz. Alparslan gelenine 20 miňlik eskeri bilen 200 miňlik Rimski imperiyanın ordusunu darmadağın etti. Tası iman hemece kalbimizde olmalı. İmanlı olduğumuz sürece нас никакой враг не одолеет, потому что когда люди идут с верой, они не должны переживать, верит ли человек, который рядом с ним, или не верит. Каждый должен отвечать сам за себя. И отвечать будем на том свете тоже каждый сам за себя. Отец за сына, сын за отца, как и там, и на этом свете. На том свете Аллах говорит, каждый будет отвечать за себя. Но на этом свете мы, к сожалению, видим, что мы здесь что-то говорим, а потом там страдают наши родственники, которые вынужденно говорят уже. И просто хочется сказать, люди, изучайте Конституцию. Если к вам пришли домой, или вам позвонили, назвались участковым, КГБшником, прокурором, еще кем-то, скажите, на каком основании вас вызывают? Задайте вопрос. С кем говорите? Имя, фамилия, отчество, отдел, в котором он работает, номер удостоверения. Вы имеете на это право. Siz buna hakkınız var, siz bunu sormalı. И если вам задают вопрос про меня, или про кого-то, или про вашего родственника, где он, что делает,
Открываете Конституцию, я сейчас не могу назвать эту статью, которая эта статья, но там есть эта статья, где написано: каждый человек при исполнении 18 лет за свои поступки отвечает сам. Из моих общений с гражданами Туркменистана общаемся, слава богу, с молодыми, со старыми, со всякими из Туркмении. Тоже, правда, VPN это великая проблема. И представляешь, говорит, вот кто в Туркмении, молодежь в основном, знаешь, говорит, люди, говорит, они как бы загнаны, говорит, в курятник. В курятник. Граждане Туркменистана – это люди, куры, загнанные в курятник, в котором нигде нету просвета, просто темнота. Темнота. А что делает кура, когда темнеет? Они слепеют, ничего не видят, и все. И сидят, ждут, пока станет светло. А пока не станет светло, они всегда спят. И сегодняшние вот эти вот движения, наши высказывания, выступления, да, может быть, не физические, может быть, да, мы там не идем с дубинкой, с вилами или с чем, или с чем. Мы не сторонники пролития крови. Но вот этот вот свет в курятнике, он должен открыться. Я не хочу никого оскорбить. Недавно, когда я это сказал, даже некоторые обиделись, звонили, вот ты нас обозвал курами. Но я говорю, нет, ну представьте себе, говорю, ситуация-то такая, говорю, замкнутая страна. Даже сидит министр иностранных дел, вышел, мы имеем обязательства. Дорогая моя, там, не знаю, как вас называется, да, Мехриглызина, там, Йолдашина. Какой Марс? Какие обязательства? Перед кем? Перед кем женщина имеет обязательства? Женщина, может, если и имеет обязательства, то только перед своими детьми. Она их там, как родила ребенка, должна кормить 24 месяца грудью. Вот ее обязательство. И что там, вышла замуж там? Ну хорошо, вышла замуж там. Что у тебя перед мужем обязательства? А закон гражданских прав не приносит тебе никаких обязательств, что ты должна мужу подчиняться, он должен тебя бить, пылесосить, выкидывать в окно, запрещать тебе идти в салоны, не можешь ходить туда, не можешь ходить сюда. Таких обязательств нет, это кощунство. Этого нету в исламе. И просто еще хочу один раз задеть. Ислам – это не то, что сейчас происходит в Туркменистане, в Афганистане или в Иране. Это не ислам. И просто хочу сказать еще одну вещь. Кажется, что мне много чего хочется сказать. Вот с поляками общался, с англичанами общался, с американцами, с немцами. Вот когда вот встречаемся, общаемся, такой разговор затеваем. Вот я обязательно затрагиваю тему религии. Вот у меня вот поэзия, религия, наука, все вместе вот так идет. И я вот так говорю. А ведь, говорю, в Европе есть шариат. Они говорят, как? Нету. Возьми телефон, открой Google. Просто. Они открывают Google, говорят, что дальше? Ну, напиши шариат, Википедия. Пишешь шариат, Википедия. И что там выходит? Исходит из слова справедливость, солидарность, терпеливость, уважение друг к другу. Или же просто одно слово. Свод социальных правил. Вот к чему нам надо стремиться. Потому что, когда говоришь слово шариат, все сразу боятся. Но в нашей стране точно то, что происходит, то, что творит правительство, это не шариат, не ислам, и не демократия. Антидемократия, антиисламизм, антишариат, античеловечество. Потому что пока мы будем жить в страхе, пока мы будем жить в том страхе, не доверяя друг другу, не уважая друг другу, нас будут хлопать, как мух, хлопушками поодиночке. То, что и происходит. Вот в Турции за последние 8 месяцев, в промежуток, летний период, до Нового года или до сейчас, сколько людей уже исчезло. Насколько я знаю, человек 7-8 активно высказывающихся в интернете уже просто нет. Нет. А народ сидит. Чего сидит? Молчит. Понимаешь? Мы просто должны сплотиться. Мы имеем право на демонстрации, мы имеем право на митинг, мы имеем право на импичмент в конце концов. Hak fiilaks. Vardır onun sayesi. Sırpınşar çölünün nirmayesi. Reng gül açar yaşıl yaylası. Garp olmuş reyhana.
çürütüp